Картофель, рожь, лен. В прошлом веке аграрный сектор Коми развивался бурно. Урожай второго хлеба шел даже на экспорт. Сегодня на прилавках овощи не только из других регионов, но и стран. За последние 5 лет благодаря господдержке для развития отрасли сделано немало. 47 инвестиционных проектов, около 6 тысяч новых скотомест, 600 новых единиц сельскохозяйственной техники, современный тепличный комплекс в Сосногорске. Развитие отрасли – это не только продовольственная безопасность, но и большая социальная нагрузка. Рабочие места, инфраструктура создаются благодаря государственным программам. Проложено более 34 километров внутрипоселковых газовых сетей, более 32 километров водопроводных сетей, введено более 66 тысяч квадратных метров жилья. 400 молодых семей и специалистов, проживающих в сельской местности, улучшили свои жилищные условия. На комплексное развитие сельских территорий в 2019 году потрачена рекордная сумма – более 400 миллионов рублей. Но политика федерального центра изменилась. На улучшение жилищных условий теперь предусмотрена не прямая выплата, а льготная ипотека. Если мы предусмотрим свое софинансирование, по большому счету не такие большие это средства, 10 или 11 миллионов, то ставка упадет до 1,5%. И вот в этом направлении нам надо и работать, наверное. Потому что все скорее политика федеральная не изменится, и мы видим уже по суммам, что сумма существенно с федерального бюджета уменьшится. В том году было 58 миллионов, в этом году они нам дали только на прямые выплаты только 8 миллионов. Молочное животноводство – конек отрасли сегодня. Производится 55 тысяч тонн молока, больше половины идет на переработку. Ставки субсидий на товарное молоко увеличены. Уровень рентабельности предприятий вырос. Исключением стал 2019 год. Решающим фактором – непогода. На долю расходов по субсидированию товарной продукции приходится третья часть общих расходов на поддержку отрасли. 342 миллиона из 969 миллионов рублей за 2019 год с учетом федеральных субсидий. Какие виды господдержки востребованы? Возмещение затрат – это правильная мера, говорят фермеры. Но уровень рентабельности молочного производства в Коми пока не позволяет отвлекать оборотные средства на развитие предприятий, покупку новой техники, внедрение новых технологий. От работы небольших молочных ферм тем временем зависит работа крупных предприятий. Сыктывкарский молочный завод вырабатывает 70 тонн продукции в день. Больше 230 наименований продукции. Доля рынка не менее 25% на территории Коми. Требования к качеству продукции постоянно растут, а потому и сырье должно быть на уровне. В большинстве случаев хозяйствам необходима или дорогостоящая модернизация, или строительство новых современных молочных ферм. Данную проблему можно решить путем привлечения кредитных ресурсов. Наше предприятие не обладает таким объемом денежных средств. Поэтому считаем, что без государственного участия в разрешении данной проблемы не обойтись. Но и без грамотных специалистов с места не сдвинуться. Условия деревенской жизни привлекают немногих. Даже на практику отправить студентов в сельскую местность не получается. Предприятия есть, но проживать негде. Необходима программа строительства социального жилья для молодых специалистов. Это не только для наших аграриев, это для молодых учителей, это для молодых врачей. Хотя, конечно, есть сегодня программы «Земской доктор», «Земской учитель», но не решает это все, понимаете, проблему. Выделяя им 1 миллион поддержки, на этот миллион невозможно прижиться и построить себе жилье. Провести анализ по каждому району и предприятию, поставить цели каждому, к чему стремиться. Тогда и план действий на перспективу обретет очертания, говорят аграрии. Сегодняшнее совещание, которое мы провели по моей инициативе, оно нацелено именно на то, чтобы мы с вами выяснили основные болевые точки и по каждому направлению дали абсолютно понятное, а самое главное экономически обоснованное предложение для комплексной программы, которую я буду докладывать в ближайший месяц президенту России по развитию Республики Коми. И, конечно же, сельское хозяйство в республике было, есть и должно быть. Расходы на поддержку отрасли каждый год растут. За последний год это плюс 300 миллионов. Как работать эффективнее и на какие направления обратить внимание? Это будет отражено в комплексной программе развития региона. Любовь Лапина, Ольга Коняева, Артем Соколов, телеканал Юрган.